По ежегодной традиции в конце августа, накануне нового учебного года, представители муниципальной системы образования собираются на городской педагогический совет. В рамках первой практической части состоялась работа 8 дискуссионных площадок, объединенных единым лозунгом «От идеи к результату». В обширный диалог были включены как руководители образовательных учреждений, учителя начальных классов и предметники, так и педагоги дополнительного и дошкольного образования. Гостей принимали 6 учебных учреждений. Среди приглашенных лекторов ведущие специалисты республиканской системы образования. Делегаты представили собравшимся основные сведения, касающиеся современных стандартов организации образовательного процесса. Для руководителей мы организовываем дискуссионную площадку, куда приглашены гости. Это Лысов Сергей Станиславович. Он будет... Вместе с ними мы будем изучать вопрос правовые основы управления образованием. И вторым вопросом стоит независимая оценка качества образования. И будет выступать кандидат педагогических наук, завкафедрой БГПУ Барсукова Диляра Фергатовна. Я думаю, наша работа будет эффективная и даст какой-то определенный толчок для того, чтобы мы повысили качество образования, условия получения образования, ну и другие вопросы будут обсуждаться. В рамках отдельных мероприятий обсуждались такие вопросы, как современный подход педагогов к образованию и основной способ совершенствования качества образования, системная диагностика и мониторинг качества обучения, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни и другие насущные темы. Самой многочисленной по количеству привлеченных к диалогу специалистов стала площадка учителей начальных классов, организованная в актовом зале школы номер 1. Согласно сведениям, в Сибае в грядущем учебном году занять место за школьной скамьей готовится около 1000 первоклассников. Специалистам данного профиля, чьей задачей является вовлечь вчерашних дошколят в образовательный процесс, способствуя их успешной адаптации, необходимо обладать особыми компетенциями современного педагога. Обсуждение данного вопроса отводилась центральная тема прошедшей встречи. С введением стандартов второго поколения, естественно, меняются требования к составлению программы обучения. Естественно, результатами обучения детей по новым стандартам это уже совершенно другие компетенции, которые ставятся перед учителем. То есть учитель должен обладать всеми такими компетенциями, которые бы могли выпустить ребенка в 5 класс, обладающего умением коммуникативному общению, умению добывать знания, применять это знание в своей жизни, ну и так далее. После обеда на базе Центра детского творчества состоялась пленарная часть мероприятия. На площадке перед крыльцом образовательного учреждения расположилась обширная выставка, подготовленная усилиями коллективов школ, детских садов и других учебных заведений города. С докладом об итогах прошедшего учебного года и ситуации, сложившейся в городской системе образования, выступил временно исполняющий обязанности главы городской администрации Идрисов Айнур Фазлетдинович. За последние 3 года была полностью ликвидирована очередность детские сады. Благоприятное воздействие на общее качество образовательного процесса оказывает и программа по передаче непрофильных функций аутсорсинговым компаниям, инициированная в образовательных учреждениях в прошлом учебном году. Затрагивая такой важный аспект, как итоговая аттестация выпускников, Айнур Идрисов отметил, что по итогам прошлого учебного года все сибайские выпускники успешно сдали экзамен и получили аттестаты об общем образовании. Тем не менее, ситуацию сложно рассматривать исключительно в позитивном ключе, по той причине, что наблюдались и ухудшения показателей по отдельным учебным дисциплинам. После собравшимся были представлены сведения о ситуации в системе образования Башкортостана. Место за трибуной занял заместитель руководителя аппарата правительства республики Батыргариев Айдар Флюрович. В числе приоритетов совершенствование работы по воспитанию детей, повышение качества обучения, сокращение сменности в школах, развитие электронного образования, подготовка рабочих кадров и специалистов по наиболее востребованным специальностям. Отмечены успехи в развитии системы образования республики. Совершенствуется содержание образования, внедряются инновационные обучающие технологии. Меняется структура дополнительного образования, растет популярность кружков и секций, связанных с техникой и современными технологиями. Развивается система электронного образования, повышается доступность
инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Задачи, стоящие перед республиканской системой образования, значимые и ответственные. У нас с вами есть хорошее правило – не оставлять намеченное на потом, ответственно в полном объеме выполнять все поручения, планы и рекомендации. Сегодня замечательный повод, чтобы обратиться к учительству города со словами самых теплых пожеланий. Именно на вас возложена нелегкая задача воспитания будущего поколения. Пусть вам всегда помогает в этом ваша любовь к детям, тепло ваших сердец, жизненный опыт и профессионализм. От имени руководства республики поздравляю вас с наступающим новым учебным годом, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших добрых начинаниях. В ходе пленарной части августовского педсовета были рассмотрены ключевые задачи и определены новые ориентиры в работе. Как отметил глава Башкортостана Рустем Хамитов на республиканском августовском совещании, стратегическая задача на сегодня – перевести образовательную систему на современные рельсы, превратить ее в локомотив обновления всех сторон жизни общества. Городской педсовет завершился награждением педагогов. Ринат Музафаров, Радмира Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.